Баснегдак чет аднигеме тана мендитин суржанау. Гем шалтукуга цухтан ирсхауте. Газа ямаран тенгрим бядли одазоксчана. Саснор жана, вот кто-то, видите, уже кто-то знает. Саснор жана газа, салькунуля жана тервине. Мадне время көлимшан экил жана видин. Вот сколько людей сегодня пришло. Я буду вот так переключаться на аран-саран. Наран-саран кисин? Вот, мы начинаем сегодня с вами первое занятие. Вот. Подождали вроде бы всех, организационный момент у нас закончился. Я думаю, что материал все распечатали, да? Вот, по поводу материала. У всех должно быть вот это пособие, которое мы отправили по почте. 119 страниц. Состоит из 10 уроков. В каждом уроке, я так примерно могу сказать, около 50 слов, да? Новых, так? 50, 60, 40, где-то так. Вот, подразумевается так, что первый урок, 50 слов, вы выучили их обязательно. Выучить обязательно нужно эти 50 слов, также. И дальше, во втором уроке еще 50 слов. Уже предложения, фразы составляются 100 слов уже крутится. Потом дальше 150 и так далее. Лишних слов там нет. Ну, вы не найдете просто. Только эти 50, 100, 150 учите. В итоге получается где-то около 5 сотен слов, с помощью которых можно построить, ну, я не скажу прям распространенные предложения, но элементарную какую-то разговорную речь, диалог можно составить. Медикджаны? Медикджаны. С чего мы с вами начнем? Вначале нам надо проверить, вообще вы калмыцкие буквы знаете или нет. И как они вообще произносятся. Я думаю, что здесь в зале такие тоже, наверное, присутствуют, да? Да. Сколько букв в калмыцком алфавите? 39. Посмотрим, как вы можете их произносить, правильно или нет. С этого, наверное, надо начинать. Вот буква. Звук. Вот на этот звук часто очень совершенно неправильно его произносит, как будто бы я говорю. Да? Вот так пишется. Вот эти все буквы знаем. Все знаем, да? Вот так. Это Дж, да? Ж сходит. Дж. Мягкое согласно. Нг. Знаете все, да? Потом не говорите, что не знали. Нг. И еще какую букву не назвал? Вот. Эню, ягже. Г. Г бише. Г. Правильно нужно проверить. Г, если уже неправильно. Г. Это где? Ну, сразу все, конечно, говорят слово гага. Ну, почему? Нельзя что сказать гага. Гага гисин кембе? Гага. У всех есть гагашки? У многих есть. Гага. Напишу я даже. Гага. Тетя, да? По отцовской линии. Гага. Так, здесь Дж. Еще одна родственница. Джеджа. Можете произносить? Джеджа. Дж. Вот. Нг. Ну, нг, она вначале у нас редко встречается практически. Ну, например, анг. Анг гисин? Анг. Это дикий зверь, да? Анг. Анг ангасын, анг ангнат, мингын мөңгө шингаджи. Ну, скороговорка, где в каждом слове есть звук нг. Со звуком дж. Юмля. Джеджа, джирмяха, джазильджана, джимбе, джалы, джазильджана. Вот если быстро научитесь произносить звук дж, скороговорку выучите, значит будет очень. Г. Гаре, гаре, газа, галун, галде, гараджана. Это скороговорки, направленные на то, чтобы правильно научиться произносить звук г. Г. Гаре, гаре, газа, галун, галде, гараджана. Или же другое.
Гага газакы гулымтыды, или гулымтасы галы гаргывы. Г везде, г. Ну, тяжело произносить, но тем не менее. Давайте какое-нибудь слово на Әмтін, мәңгірсін. Мәңгірсін кесем бе? Бәні. Вот я напишу это слово. Почему? Прочитайте. Бәні. Если две буквы вместе написаны, значит это долгое гласное, ее надо тянуть. Да, я думаю, что это тоже все знают. Не просто бәні. Бәні. Я просто сейчас, может быть, кто-то не знает этих слов. Я просто элементарно подсказываю, как произносить. Что там? Экін. Экін кесін? Жир, да? Сала, может быть. Экін. Үйлін. Үйлін кесін? Туча, облако, үйлін. Может быть краткое, может быть долгое, как обычно. Г. Все усвоили, я надеюсь, да? Так, теперь надо нам вначале написать, какие вам такие элементарные фразы, которые нам понадобятся. Да? Можно выйти. Гарче болхие. Гарче болхи кесін? Можно выйти. Болхи – это вопросительное вот это слово. Гарче орже болхи. Можно войти. Кельже болхи. Кельже. Говорить, да? Кельже болхи можно сказать. Бильже болхи. Можно танцевать. Дульже болхи. Может, кто-то хочет танцевать. Дульже болхи. Можно спеть, да? Вот. А как теперь еще один момент такой. Мы сейчас с вами на сегодняшнем занятии рассмотрим некоторые такие элементарные фразы речевого этикета. Речевой этикет, вообще речевой этикет, я думаю, что знаете все, что это такое, да? Это норм поведения в обществе, да? Которые приняты в этом обществе и которые должны все воспитанные люди соблюдать. Так, мендут, приветствие. Как мы друг друга приветствуем? Мендутте. Правильно я говорю? Вы можете это слово правильно говорить? Еще раз. Ну, обычно все говорят мендут. Нормально, разговорная речь. Писать будем мендутте. Вот как вот здесь написать. Мендут кесін, здравствуй. Те кесін. Вообще это вопрос вообще. Мендутте переводится как? В здравии ли пребываете, да? Или здоровы ли вы? Менде кесін это здоровье. Дальше обычно после слова мендут мы что говорим? Ямарам бянте, да? Ямарам бянте. Ну, обычно вот после первого слова очень много у нас таких вопросов, которые сопровождают само приветствие, да? Мендут, ямарам бянте, кюкіттін ямаран, гертін ямаран, да? Вот эти все слова. Мендут. Еще какие приветствия вы знаете? Вот на Цагансар как мы приветствуем друг друга? Үйвлясе менді қарута, мы спрашиваем, да? Как переводится? Үйвіл кесін зима, менді кесін в здравии. Үйвлясе менді қарута, мы спрашиваем, да? Благополучно ли перезимовали? Скоро у нас Цагансар, вам нужно это приветствие выучить. И желательно в этот день, вообще Цагансар называется же. Говорят, раньше калмыки вот таким приветствием друг друга приветствовали в течение месяца. Но сейчас такого нет, хотя бы этот день. Үйвлясе менді қарута. Есть еще более распространенная фраза. Үйвлясе күйкіт шуқыттаған, малта саттаған, гем шалты уга қарута. Еще спрашивают, да? Ну это, как сказать, мы сократили ее немножко. Мендут. Ямарам бянте. Үйвлясе менді қарута. Вот. Теперь что нам надо? Вот как мы будем говорить «до свидания». Сән бәтін, сән еуытын, так? Байырта харгджай. Кто-то там телевидение, кто смотрит, да, дикторы нам всегда так говорят, да? Сән менді байырта харгджай. У них там целая фраза. Нам достаточно сказать сән бәтін или же сән еуытын,
Байырта харджай, менде йоутун, может быть, да? Вот. Это до свидания. Теперь еще что нам нужно? Нам нужно уметь извиняться, так же? Как сказать? Извините, пожалуйста, я опоздал, например. Извините. Гемен сурджанав. Гемен сурджанав. Гемен сурджанав. Гемен сурджанав гисн. Прошу прощения. Или же извините. Гемен сурджанав. Еще есть одна фраза. Буруган сурджанав. Буру гисн это неправильный поступок какой-то. Буру. Буру йоудл или вообще буру. Буруган сурджанав еще говорят. Буруган сурджанав или гемен сурджанав. Вот мы уже построили такую фразу. Гемен сурджанав орже болхи. Буруган сурджанав, гемен сурджанав орже болхи. Теперь буруган сурджанав гарчы болхи. Гарчы болхи гисн можно выйти, да? Всем понятны эти фразы. Итак, у нас на сегодняшний день мы здесь у нас в республике в повседневном поведении мы привыкли обращаться по имени и отчеству. А если незнакомый человек, например, вы хотите к нему обратиться по-калмыцки, на калмыцком языке, если он незнакомый человек, вы его не знаете, имя и отчество вы не знаете. Как? Ну, конечно, во-первых, обращение на «вы». Это вот в отличие от русского речевого этикета, даже, скажем так, в семье, да, немножко я не так выразил, в семье калмыки всегда должны были обращаться к своим родителям и старшим родственникам на «вы», да? Есть пословица «тагисын таалсын мете, чигисын чичсын мете». Сказать «вы» все равно, что приласкать, а сказать «ты» все равно, что ударить кулаком. Чичхе – это значит ударить. Вот калмыцкая пословица. Руководствовались в калмыцкой семье вот именно этой пословицей. Та, конечно, во-первых. Но еще как вот спросить вы у него хотите что-то? У незнакомого человека. С помощью вопроса. Танасы сурджи болхи? Танас. Напишу. Танасы. Сурдже. Была большая доска. Вот так напишу. Вот фраза. Можно у вас спросить, можно поинтересоваться? Танасы. Танасы гисн у вас. Не танас, а танасе. Танасе. Вот смотрите, вы запоминайте, как произносится, как я произношу. Потому что если вдруг вы что-то не услышали, там, бывает всякое, отвлеклись, потом домой придете, вы вполне прочитаете танас. Так же? Получится как-то непонятно. Танас, панас. Танас сурджи болхи. Танасы сурджи болхи. Знаете, видите, в чем особенность? Смотрите, я как говорю, танасы, а здесь звука это нету, так же? Поэтому вы можете хоть как прочитать. Буим болтха кто-то говорил, да, фразу? Буим болтха как переводится? Пожалуйста. Буим болтха гарчы болхи. Не знаю, подойдет, наверное, да? Буим болтха намагы кичалясын тавитин. Отпустите меня с урока. Буим болтха, пожалуйста. Примерно так. Так, теперь что? Отблагодарить надо, да? Правильно уметь. Спасибо сказать. Байрыльджанав, да? Странно прозвучало самым первое слово Байрыльджанав сказать. Хотя как-то мне ближе Ханджанав сказать, чем Байрыльджанав. Не знаю, может быть, меня научили Ханджанав говорить. Да, можно сказать Байрыльджанав. Радуюсь я. Ханджанав. В калмыцком языке в основном слово было ханджанав. Там много у нас всяких моментов со словом ханджанав, но я комментировать сейчас не буду. Я вам скажу, что ханджанав говорить можно. Это во всех произведениях калмыцкой литературы везде слово ханджанав написано. Поэтому спорить с этим не будем. Ханджанав или ханнылты ыргджанав? Спасибо. Ханджанав.
Ханылтан Эргджанавидин, это, ну, это иногда, когда официальные там или там множество лиц, там группе какой-то. Ханылтан Эргджанав. Ханджанав, Ханджанавидин. Так, еще как поблагодарить? Спасибо, как сказать? Аршан болтха – это после принятия пищи. Это тоже форма благодарности, кстати. Аршан болтха говорит. Аршан болтха гисин, хотан учка, аршан болтха гихля. Пусть будет пища полезной для нас. Аршан – это как это правильно пить? Аршан гисин, да? Это же святая еда, подношение гисин, да? Божественная гисин. Вот. Еще как спасибо сказать? Конечно, еще пожеланиями, да, с помощью пожеланий. В калмыцком языке, ну, как-то, насколько у меня в тетради записано, где-то порядка 20 с лишним фраз, с помощью которых можно отблагодарить человека. Помимо ханджанав, ханылтан иркджанав. Ну, ситуация такая обычно. Если за какую-то новость, которую вы хотите, очень хотите, чтобы это произошло, но еще это не произошло, но вам желают, что это будет, да? Не желать, да, вам уже сообщили, что это. Как я могу отблагодарить? Вы очень хотите этого, ну, чтобы вам зарплату подняли. Я вам говорю, на следующий месяц вам зарплату поднимают. Для вас это приятная новость. Вы хотите меня отблагодарить за эту новость, но это еще не произошло. Как сказать, как в этом случае отблагодарить? Амунчин тоста болтха. Вот фраза благодарности, да? Амунчин тоста болтха или амунтын тоста болтха. На вы или на ты? Амунчин тоста болтха. Так, пожилые люди, как могут сказать? Как могут вас отблагодарить? Менин асында күре, да? Амунчин тоста болтха. Пусть амынгисын род. Амынчин это твой род, да? Амынтын это ваш. Тосынгисын масло. Болтха пусть будет. Амынчин тоста болтха пусть будет твой род в масле. Ну что это для калмыка означало? Всегда сыт, доволен, так же? Так. Сарандин. Мини насынды кюре, говорят пожилые люди, да? Вот форма благодарности. Помогли пожилого человека там через дорогу перевести или еще что. Вот он отблагодарит вас такой фразой, да? Мини насында кюре. Или же что он скажет? Утнаста было, да? Баты кишкита было. Это тоже форма благодарности. Краткое благопожелание. Утнаста было. Утнас наслы. Ну. Так, что там у нас? Приветствие, прощание, обращение, благодарность, извинение. Что еще там? Поздравление, да? Поздравление. Ну, у нас в калмыцком языке, в калмыцком общении поздравление только с помощью юряли благопожеланий. Кстати, вам надо тоже подготовиться по этому вопросу. Благопожелания-то все должны знать. В особенности молодые люди. Да, Залус? Да? Как же ты без благопожеланий? Поднимут тебе где-нибудь, скажут, знаешь, а ты не знаешь. Ну, будет неудобно. Кюкетулс еще, ладно. 5 жагат еще. Вот, благопожелание. Поздравление в форме благопожелания. Да? Ну, там у нас, конечно, благопожелания могут состоять из... Они очень объемные, могут быть краткие благопожелания. Вот. Утнаста, баткишкта вольже, элгин саттаган, күйкі шуқтаган, энтерго, гем шалтуга бяджет, и там много слов, можно сказать. В конце концов, в конце там обычно такая фраза, да? Он дедис бурхут, евятха, да? Он дедис бурхут, иршатха. Вот такой фразой обычно заканчивается благопожелание. Так, какую еще, что еще я из этикета вам еще не сказал? Какую просьбу, как оформить? Просьбу. Ну вот написали мы здесь в начале это слово «болхие». Можно ли переводится? «Болхие» переводится «можно ли». Вначале вы что-то уже «сурдже болхи». Можно ли спросить, да? Вот. Просьба. В калмыцком языке есть два такие показателя грамматические. Суффиксы есть два, аффиксы, с помощью которой оформляется просьба. Например, «келе гисин». «Келе». А? Говори. «Келе», да? «Биче». Пиши, да? «Халя». Смотри, да?
Умше. Читай, умше, читай. Келе говори, халячик, смотри. Умше, например, я вот хочу в школе, например, ученику, я скажу умше, повелительная форма. Так? Если к пожилому человеку обращаюсь, я его хочу попросить, прочитай. Умштын. Ну, еще будем болтха добавили, да? Умштын будем болтха. Так? А если я хочу вежливо попросить, чтобы прочитал человек, неважно какой, пожилой он или же молодой, есть специально умшич и. Или же еще сейчас один суффикс я вам напишу. Умш, хн, тн. Или же шич. Вот я вам подчеркнул две частицы. Умшхнтн. Прочитайте, пожалуйста. Это вот вежливая просьба. Хельхнтн будем болтха. Скажите, пожалуйста. Или же умшич, хелич, ирич. Помните, есть песня Кюред ирич? Вот, ирич. И это суффикс вежливости. Келич. Йовыч царан. Ну, если кто-то понял меня. Так можно вообще говорить или нет, да? Вот. И или и. Хн. Это частица суффикс вежливости. Если вы его применяете, значит, вы уже просите йосындан по-настоящему. Умштын. Вот это тн, это обращение к на вы или же к группе лиц, да? Ну, множественное число. Тн. Умштын. Это че, это к одному человеку. Умшич. Ответы мы же не посмотрели. Ямарамбянта, гемуга говорят, да? Самый такой популярный. Гемуга. Гемегисн – это болезнь. Гемегисн – это вина еще. Проступок какой-то. Ямарамбянта, гемуга. Ну, безболезненно, нормально живем. Ямарамбянта, энтерго. Ни того, ни сего нет. Вы знаете, в последнее время у нас вот, я уже наблюдаю лично, говорят так. Ямарамбянте, или же спрашивают, как живешь, пускай даже на русском. Говорят, лучше всех. Как живешь? Отлично живу. Ну, в калмыцком поведении не было таких ответов никогда. Никогда не хвастались тем, что как вы бы хорошо не жили, тем не менее не говорили, что о, лучше всех я живу. Это сейчас распространились такие. А раньше не было. Говорили обычно гемуга, энтерго, или же хуучарн. Хуучарн гисн? По-старому живем, нормально. То есть не выпячивались, это во-первых, норм поведения, во-вторых, ну, боялись что? От сглаза боялись. Так же? Лучше всех скажет, завтра уже не лучше всех вдруг получится. Вот. Гемуга обычно вот такие нейтральные ответы. Ну и я думаю, что, как сказать, ну как-то не очень звучит это лучше всех. Может быть, шутку еще можно сказать, но так буквально, чтобы, я не знаю, это сами вы, конечно, смотрите, я вам пока рассказал, почему. И еще один момент, да скажу, значит, калмыцкий язык мы смотрим с вами, изучаем. Ну, порой бывает невозможно его без комментариев из области обычаев, традиций. Вот есть у нас такое слово цаган, цаган. И есть такое слово гилян. Как переводится цаган? Все знают. Как переводится гилян? А? Тоже все знают белый. Что цаган белый, что гилян белый. Так же? А зачем два слова на одно и то же понятие? Как вы думаете? Это связано с калмыцкими обычаями, с традициями, да? Раньше, когда калмычка выходила замуж, первое время, говорят, несколько месяцев, даже я не знаю сколько там, она вообще молчала. Потому что ей очень много слов нельзя было говорить. Ей нельзя было называть по имени свекрой, всех его родственников вообще. Это и все какие у родственников мужа есть имена, она вообще не должна была их произносить. Не только вот обращаясь к ним, а вообще. Если, например, какого-то родственника звали Дордже, все, она никогда Дордже не могла сказать. У меня бабушка все время говорила Йордже, сына старшего звали, дядьку моего, Дордже. Она его всегда Йордже. Я в детстве не понял, почему она его Йордже называет. Его же Дордже зовут.
Вот ей нельзя было это слово говорить дорже. Она два способа существовало. Или привести синоним, как цаган, другое слово она называет, гилян. Вот это женский язык называется. Поэтому возникло слово гилян. Или наоборот, я не знаю, ну, скорее всего, правильно я говорю. Или же второй способ, это когда первый звук имени она меняла на этир. Например, дорже, йорже, бадме, ядме, базар, язр. Ну, вот так примерно. Я дальше не буду этот ряд про это самое комментировать. И еще один момент. Вот дорже, йорже, слово одно. Лиса как на калмыцком? Все знают. Арате лиса. И все? Как раз таки это хадмылсын үгөвөлжана. Женщина придумала арате. Арате гисин как пишет? Аратта. Аран гисин клык. Аран. Или коренной зуб. Арате, аратта. Клыкастая. На самом деле, исконно калмыцкое слово юнгын это лиса. Юнгын. Ну, почему-то прижилось второе вот это слово. Юнгын все забыли, что это лиса. Вот. Чоны гихля там, ульдык и так далее можно было. Ну, чоны осталось, чон. Вот, тимкевер. Это вот небольшое такое отступление, что вот мы никак без этого, мы с вами без знаний, без обычаев, традиций мы никак не обойдемся. Так, теперь что касается фонетики. Нам, чтобы правильно вот эти слова калмыцкие, которые вы читаете, правильно произносить, правильно не совершать ошибок при произношении. Вот там у вас в уроках, да, вначале сразу идет словарь, да? Идет словарь? Первый урок хотя бы откройте. Словарь есть? Есть. А там что написано? Шины угмит, да? А? Шины угмит. Новые слова. Шины угмит. И вот когда эти новые слова начинаются, там у нас идет как? Первый столбик само слово написано, да? Второй столбик квадратные скобки. Транскрипция. Как произносить правильно? Третий столбик какая часть речи, да? И четвертый перевод. Вот там как раз таки мы увидим шар или шаре, хар или харе. Как произносить правильно? Ну, например, такое слово, которое я всегда пишу. Ну, что написано? Что написано? Көділміш, да? Раз, два, три, четыре согласных, да? Одна гласная. Көділміш, ч, н, р. Сколько согласных? Много. Көділміш, ч, н, р, м, д, н. Вот такое слово есть в калмыцком языке. Да? Как читать? Көділміш, ч, н, р, м, д. Одна гласная и 11 согласных. Ну, есть такие слова в калмыцком языке. Одаяхам. Көділміш, ч, н, р, м, д. Попробуйте произнести. Көділміш, ч, н, р, м, д. Ну, как перевод? Переводится легко. Наши рабочие. И все. Что я еще вам не написал? Давайте я еще вам одно объясню. Еще одно правило. Вот обычно затруднение вызывает произношение звука «л». Звука «л» в калмыцком языке. Не каждый может правильно слово произнести со звуком «л». Например, пишу, читаем. Вот я уже слышу там ошибку. Болдже кто-то сказал. Болдже. Не болджа, больдже. Л мягкая здесь. Больдже. Больдже, 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 говорит, да? Хватит, хватит, хватит. Уджах шудак. Вот он. Хальдже. Ця хальдже. Хальдже гисин нагрелась, да? Хальдже. Опять-таки Л мягко. Почему? А? Потому что Дж смягчает звук Л, да? Не все знают это правило. Хальдже, больдже. Читаем мы текст какой-то, часто встречаются вот такие слова, практически сплошь и рядом. И иногда мы совершаем ошибку. Болдже. Так, дальше.
Вот такое слово. Илын кто-то говорит. Л бише ле, илын. Илын. Почему ле мягко? Или же вот, например, такое слово, ну, может, кто-то не знает этого слова. Бюрü. Как читаем? Бюрюле. Бюрюле. Не бюрюле, а бюрюле. Почему? Потому что перед звуком «л» находится одна из мягких гласных. Ü, И, Е. Вот 6 гласных. Мягкие они считаются. Если перед звуком «л» есть одна из этих гласных, звук «л» произносится мягко. Бюрюле. Эмялле. Ну, я вам примеры еще потом буду приводить, конечно. Юлин. Келлин, в конце концов. Келлингисен. Язык, да? Какого слова? Юлин туча, облако. Бюрюлигисен, сумерки. Бюрюле. Келлингисен. Язык, келлин. А, здесь надо мягкость добавить. Келлин. Вот, нужно правильно произносить эти звуки. Где? Вот здесь? Какая конечная? Бюрюле. Громче говорить не слышу я вас. Далеко я же от вас стою. Например, бальчик гисюмы? Грязь. После Л звук Ч. А, я здесь не прокомментировал. Вот здесь больдже. Если после Л идет Дж или Ч. Две согласные. В таком случае Л произносится мягко, мягкий знак не пишется. Больдже, хальдже. А вот здесь мы мягкий знак написали. Бальчик. Хоть и Ч, хоть и Л, но мягкий знак у нас есть грамматический. Бальчик. Это исключение слова просто. Я не знаю, как это. Еще есть такое слово, напишу я вам. Чальчак. Бальчик, если знать. Чальчак. Еще что? Еще одно слово. Альчур гиснега. Платок, чальчак гисн это, ну, жижа какая-то. Жидкая грязь, можно так сказать. Нет, жижа. Вот вам некоторые моменты из фонетики. Бальчик, чальчак, альчур. Больдже, хальдже, сальдже, кельдже. За звуком «л». А в остальных случаях, где мягкий знак, у нас вопросов никаких не вызывает. Там, где пишется мягкий знак и где произносится. Мягкий знак в калмыцком языке пишется после звука «л», «н», «д» и «т». 4 согласны. Там «д», «т» и «л», «н», «д», «т». Только затруднение вызывает написание мягкого знака после звука «л». Остальное, как слышите, так и пишите. Ну, еще что я вам могу прокомментировать из фонетики. Это, например, такие явления, как кто-то говорит, как переводит цифра 3? Гурвын. А кто-то скажет горвын. Да, есть такой? Есть. Кто-то скажет мангырсын, а кто-то скажет мянгырсын. Так? Кто-то скажет теве, а кто-то скажет тава. Как это явление называется? Это диалекты, да? Кто-то скажет миссе, кто-то скажет кота, кто-то скажет машка и так далее. Это все одно животное, да? Но тем не менее мы-то должны правильно писать грамматически это все. Как правильно писать? Горвын или курвын? Гурвын, конечно, будем писать. Вот. Как правильно писать? Эре или хора? Хора будем писать, да? Вот. Но это уже отдельно, это называется алынктурлукчей кшкут, неясные гласные. Пока мы на этом не будем с вами заморачиваться. Это просто я хочу вам сказать, что есть такое явление, чтобы вы знали.
Давайте мы сразу с вами начнем. Тем более, что танасе, манасе, намасе были такие слова, да? Я. Местоимение сразу нам надо с вами знать, записать или как может быть, кто-то знает. Би. Бигисен. Я. Ты. Чи. Все знают, да? Бигисен. Я. Чигисен. Ты. А твой. Чи. Чини. Мой. Ми. Ни. Ваш. Тана. Это ваш учебник? Энтанадек 3. Это ваш учебник, да? Энтанадек 3 ваш учебник. Так, тана. Мана. Манагисен. Наш. Да? А его? Юна или эню. Энюна, да? А их? Их. А? Тедне. Их это тедне. Тедне гере. Их дом. Энюна это его. Энюна его. Энюна. Я думаю, что вот эти местоимения надо тоже в первую очередь подучить. Хоть они там у вас где-то не попадаются, ну... Энюна. Его. Нет, не не. Ты уже неправильно начинаешь склонять. Слово «эне», он хочет «че», его «эне» сказать, не пойдет. А? «Терюне» тоже его. Ну, сейчас мы отличие. «Эне гисен» это вот он, рядом «эне». Вот, смотрите. «Эне сандл». Сандл гисен стул. «Эне сандл». Вот он возле меня. А я еще могу сказать «тере сандл». «Тере» это в отдалении находится стул. А «эне» это возле меня, возле вас. Между чем отличается, понятно, да? «Эне сандл». «Эне дорва». Вот. Этот. А тере кюкін или тере көвін это тот мальчик. Эне көвін, тере көвін. Эне кюкін, тере кюкін. Понятно, чем отличается эне тере, да? Эне рядом с вами, тере вдали от вас. Он. Эне тере. Чини. А? Тебе. Тебе. Тебе досталась Кока-Кола? А? Чамде, да? Тебе, чамде. А тебя? Я тебя люблю, как сказать? По-калмыцки. Би? Чамде дуртау. Я тебя люблю, что ли? Вы что, я неправильно говорить? Ну, немножко по-другому. Би чамде дуртау, значит, я к тебе отношусь с любовью. Давайте вот это я местоимение, да? Я гисен би. Меня. Мой. Мини. Мини. Чи, мини, бишич. Как переводится? Песню знаете эту все? Все знают, да, поют? Так, мини. Мне. Нанде. Или намде, или нанде. Разницы нету. Намде, нанде. Так? Мне. Нанде. Теперь давайте еще один момент прокомментируем. Числа. Числа. Вот у вас, у каждого свой номер. Как сказать номер? Номер. Номер. Тоиг. Сейчас я напишу. Номер машины, номер сиденья, номер телефона. Тоиг. Номер дома. Тоиг. Вы можете свой номер телефона на калмыцком сказать? Кто-нибудь задумался над этим? Задумался кто-нибудь над этим? А? Давайте еще раз, я произнесу, вы послушайте. Правильно или нет? Вы говорите. Вы говорите. Негн, хойр, гурвын, дөрвін, тавын, зурган, долан, нәмін, нәмін, есін, арвын. Вот вам до 10. А дальше уже арвын негін, арвын хойыр и так далее, да? 20. Хырын. 30. Гучын. Гучын. 40.
Дөчин. 50. Тәвін. 5 тавын, а 50 тәвін. 60. Жирын. Ж вот здесь понадобился. 70. Даун. 80. Наин. 90. Ерын. Все уже реже голоса. Ерын. 100. И 100. Зун. 100. Зун. 100. Вот, блин, миллион. Подождите, миллион. Миллион, сай. Сай. 3 буквы. Может, нужен будет, черт. Вон, земляк наш выиграл же миллион. Миллион, может, понадобится такая. Номера свои теперь вы можете говорить. 75. Даунтаун. Здесь нет 70. 76 тоже отсутствует. Даунзурган. Арвын. Первый номер очень интересный у кого. Вот. Теперь давайте 937. Есынзун гучин долан. 900. Есынзун. Да? Есынзун гучин долан. 905. Есынзун тавын. 484. Дөрвинзун наин дөрвин. Видите, вы уже говорите, вы отрабатываете произношение. Есынзун тавын, дөрвинзун наин дөрвин. Считать научились, да? Какой год у нас сейчас идет? 2000. Хойыр менгін. Арвын зурган. Хойыр менгін арвын зурган. 2016. Хойыр менгін арвын зурган. 2016. А 2016 хойыр менгін арвын зурга дг. Вот это частица ГЧ, которая в течение 10 лет у нас, пока мы в школе учились, в учебнике калмыцкого языка перед нами мелькал, да? Вот, например, вот так было написано. Вспомнили, да, что это такое? ГЧ. Зун негдыгче. Порядковое числитель называется. Зун негдыгче. Хойрдыкче. Гурвдыкче. И так далее. А если возрастное, если, например, 30 лет, если сказать, мне 30 лет, но гурваны 3. Гуччи, та. Например, моему сыну 3 года, например. Мини көвін гурвта. Мини эже найта. Найта кисін? Наин. 80. Та добавляем, возрастной числитель получается. Возраст. Найта. Дөрвта. Тавта. Иста. Это сколько? Возраст обозначает. Так? Теперь втроем мы пришли на занятие. Гурву втроем. Четвером. Дервü поехали куда-то. Улын суффикс. Я вам почему это самое хочу, чтобы вы умели. Здесь тоже это есть в этом пособии. Посмотрите дома. А как сказать по 3? По 3. Или же по одной банке сегодня нам дали. По одной. По одной же дали? Или по 2 кто-то взял? По одной, да? Не джад. Не джад. Или же хошад по 2. Гурвад по 3. Я сейчас вам просто-напросто говорю, как это произносится. Понятно, да? Вы дома посмотрите обязательно. И числительные мы с вами вроде бы как рассмотрели.
Почему я говорю, мы-то будем работать вот с вашим распечатанным больше, но и нам надо с вами научиться диалоги строить также. Какие-то фразы произносить, вопросы задавать, уметь на них отвечать. Вот. Это уже грамматика пошла. Это вопросительная частица «ü». «Бәне» – это повествовательное предложение, «бәнü» – это вопросительное предложение. Мы неправильно, сейчас, минуту. Мы неправильно говорим, вот, например, «өдмүк бәне», мы этот вопрос только с помощью интонации, да, хотим. «Өдмүк бәне», да? Вот это не... Надо говорить «өдмүк бәнü», интонация плюс еще вопросительная частица «у» или «ü». «Кеду болна» – сколько стоит? Вот это самый хороший вопрос для вас, нужен нам. Сколько стоит? Да? «Кеду болна», «өдмүк кеду болна», о да? Больше, не знает он, сколько хлеб стоит. «Өдмүк кеду болна», «өдмүк». Халимгар келтін? Хөрін арыслың қолына. Килограмм так остается килограмм. Честное слово. Электричество тоже остается так. Электричество. Ну, некоторые слова, они, вот, например, вот там же словари, они так и остаются. Электричество. В словаре идет электричество. Кеду кюрне? Говорят. Кеду болна, кеду кюрне. Разницы нет. Кюрне, кеду кюрне. Не кило компать, кеду кюрне. Что написать, а? Кеду кюрне, да? Сколько стоит проезд? Докуда? Вообще, центр вообще Цутхлынг. Цутхлынг. Вот так пишется. Цутхлынг, да? Это центр. Центр города? Балықсын город. Балықсын. Центр города. Балықсына Цутхлынг. Балықсына Цутхлынгде яғже, например, пишу Кюр Х М Б. Вопросительный знак. Балықсына Цутхлынгде яғже Кюр Х М Б. Как добраться до центра города? Кюр Х М Б. Добраться. Вот так? Это совсем другое слово. Кедуцак больже. Мы знаем этот вопрос, да? Кедуцак больже. Сколько времени? Или просто кедуцак? Сколько времени? Кедуцак вода больше? Вот. 7:30, как сказать? На следующем занятии вы мне сразу вопрос задайте, мы начнем с времени. Как время говорить на калмыцком? 7:30. Около 8. Около 6. 7:30. Нәмин өрәлджі, например. Или же говорят так. Нәмин өрәлдхлә мана кичәл төксхе. Первое занятие мы провели. Сән яутын.